Так классно, что есть этапы в нашей жизни, и в конце каждого этапа каждый мудрый человек, он делает какие-то выводы. Знаете, вот один из выводов: однозначно есть что-то, что Бог, к примеру, хочет, чтобы я изменил, или чтобы я оставил в своей жизни, чтобы я просто не делал какие-то вещи, которые я позволял себе делать, или которые были, может быть, даже нормой для меня. Как будто бы ты решаешь, что ты откроешь вот старый свой шкаф или старый свой сундук, у кого что есть, у кого-то большой сарай есть, и ты просто посмотришь на то, что там происходит, на то, что было накидано в течение года, и ты решишься, что я не хочу в какие-то новые свершения входить вот с этим старым хламом. Знаете, вот я летел в самолете, я открыл свой телефон, и ты понимаешь, интернета у тебя нет. Библию я уже почитал. В игры я не играю. Музыку я тоже не слушаю, прикинь. Я музыку пою, но я ее не слушаю практически. Нет, есть у меня любимые исполнители, которых я слушаю каждый день, потому что они у меня по умолчанию играют так как... Я открыл заметки свои. И я понимаю, год закончился, у меня были в заметках разные планы. У меня были в заметках разные цели, которые я накидывал. Например, каждую неделю у меня начинается новая неделя, я для себя делаю план, что мне необходимо совершить, и какие встречи, какие действия, что я должен сделать. И раз за разом я, например, вычеркиваю или там ставлю определенные пометки на тех планах, которые я сделал. Какие-то планы, например, я переношу из недели в неделю, потому что либо это долгосрочные вещи, либо это вещи, до которых так и не дошли руки. Я открыл свои заметки, и я понимаю, что там 500 с чем-то заметок у меня. В прошлом году, мне кажется, еще их 300 с чем-то было. И часть этих заметок это уже мусор. Это уже прошлое, это уже то, от чего нам необходимо избавляться. Вы знаете, вот любой самый лучший сарайчик, который ты построишь сегодня, ты его наполнишь правильными вещами, ты положишь все на свои полочки. Вот кто из вас, если вы внимательно будете наблюдать за своей жизнью, то в конце года или даже через полгода ты войдешь в этот сарай, и половину вещей ты найти не сможешь. У меня вот такие сараи. Я вообще Богу благодарен за то, что мы раньше очень часто переезжали. И когда каждый раз ты переезжаешь с места на место, ты выгребаешь все, что у тебя есть, и ты понимаешь, что половина из этих вещей я не хочу везти в новое место. Потому что это те вещи, которые они в тот момент, когда я въехал в это место, в эту квартиру, в этот дом, когда я их положил на эту полку, и вот ровно до того самого момента, когда мне сегодня надо выезжать из этого квартиры или из этого дома, я понимаю, что я ни разу этой вещью не пользовался. Что это просто в моей жизни, да, для кого-то это может быть полезная вещь, но в моей жизни в данный момент это бесполезная вещь, хлам, который занимает место, которая потребляет энергию, которая съедает твои мозги. И знаете, вот когда я вычищал свои заметки, часть заметок это то, что уже я сделал, часть заметок, я на эти вещи смотрю и понимаю, что это уже прошлое, это уже то, что мне не поможет сегодня двигаться вперед, это просто то, что занимает место в моем телефоне. Потом я открыл фотки. Да та же самая история. Какие-то фотки продублированы, просто это, знаешь, ты фотоешь и думаешь, на всякий случай 2 раза, 3 раза. А это все потихоньку забивает память. И твой телефон становится медленнее, тупее. У кого-то они лагают, там у кого-то и т.д. и т.п. происходит с телефоном. Кому-то просто уже Google орет, что все, хандец, мы выключаем все сервисы, потому что ты больше не достоин, у тебя все забито. И ты понимаешь, надо там судорожно искать место, вычищать это все из своей жизни. То же самое, к примеру, потом я смотрю, у меня есть контакты, какие-то непонятные совершенно. Там ты смотришь на этот контакт, и ты не понимаешь, кто это. Если вы посмотрите, у меня, мне кажется, там Александр или какое-то имя подобное.
У меня их там целый список, этих Александров. И половину из этих людей я не знаю. Не помню, да. Когда-то они нужны были, когда-то эти контакты, они были рабочие. Сегодня это совершенно бесполезные контакты, потому что ты даже не знаешь, кто этот человек и зачем он тебе здесь нужен. Когда дело касается нашей духовной жизни, когда дело касается нашей финансовой, там, любой сферы нашей жизни, эмоциональной жизни, ты встанешь перед этапом, когда тебе нужно избавляться от чего-то прошлого, от чего-то старого, что просто тупо занимает память. Образно говоря, заставляет тебя тормозить, заставляет тебя лагать и не позволяет ничему новому прийти в твою жизнь. Это хуже всего. Когда у тебя забита память, ты ничего уже не можешь ни записать, ни сфотать новую фотку, ни сделать никакой заметки. Ничего уже не помещается, потому что есть что-то, что нужно выкинуть из своей жизни. Это касается нашей головы. Это касается, знаете, это касается наших мыслей. Каждый из нас, мы в чем-то находились. Кто-то, зная эти вещи причем, но ты день за днем продолжал, к примеру, находиться в какой-то похоти. И ты думал, что она сама по себе тебя просто отвалит. Ну отвали от меня, дьявол, уже в конце концов. Ну пожалуйста, уже хватит ко мне лезть. Нет. Этого только больше становится, если ты с этим ничего не делаешь, если ты позволяешь этому там быть. До тех пор, пока ты не нажмешь delete, пока ты не нажмешь удалить раз и навсегда. И когда тебе телефон скажет, это будет удалено без возможности восстановить. Ты говоришь, да, не надо мне это все. Я прощаюсь с этим прошлым. Время, когда мы можем просто переосмыслить какие-то вещи и подумать, есть что-то, к чему я реально не хочу возвращаться. Я хочу раз и навсегда с этим разобраться. Знаете, вот я был в 2 разных церквях. Были разные переживания в разных местах. И в одном месте меня попросили, говорят, можешь нам проповедовать о финансах? Я такой, да вообще без проблем. И когда я там начал в один из дней проповедовать о финансах, я говорю, ну вот в среднем зарплата там 30-40 тысяч в городе, ну в котором я там проповедовал. Знаете, с чего я это беру? Ты когда заходишь в какой-нибудь магазин, те, кто не знает, что такое магаз, у нас сестра задавала вопрос, что такое магаз. Заходишь, когда в магазин, чаще всего висят такие эти открытые вакансии, там требуется кассир, 45 тысяч. Я даже видел места, где требуются управляющие в эти магазины. Думаю, прийти управлять магазином, что ли? Таксисты едут, у них вот такими буквами. Реклама написана. Требуются водители, там посуточно какая-то зарплата. И ты примерно можешь сложить просто пазлы, да, там 1 + 1, ты понимаешь, средняя зарплата какая, если кассиру в магазине 45 тысяч предлагают. Если у тебя какая-то более квалифицированная работа, соответственно, ты зарабатываешь гораздо больше. Так вот, я говорю, у вас, наверное, в городе, ну, плюс-минус там 30-40 тысяч средняя зарплата. И знаете, вот интересно, я возглас услышал, я просто объясню, к чему я все это говорю. Один человек говорит, у меня зарплата, если что, 18 тысяч. Я знаю, что, например, у моего отца 35 тысяч пенсия. Пенсия у него такая. Можно? Просто надо работать и выходить на пенсию, и все. Какие проблемы? Можно? Я говорю об этой средней зарплате, и человек мне говорит, да, у меня 18 тысяч. Знаете, это не просто вот возглас из зала, это такой наезд, типа, где ты взял такие зарплаты? Какие 30, какие 40? Вот у меня 18. А я знаю этого человека. И знаете, что я ответил? Я вас жалеть не буду или мне вас не жалко. Знаете почему? А потому что, зная этого человека, этот человек из года в год живет в одном состоянии, в саможалости. Все в моей жизни плохо. Я потом обращаюсь, я думаю, может быть, я что-то не догоняю. Я потом обращаюсь к служителям церкви. Я говорю, а что, на самом деле у вас такие смешные зарплаты, что ли? Они говорят, я вообще не знаю, где можно в городе такую зарплату найти. А этому человеку буквально недавно предлагали около дома работать, там, в принципе, не очень квалифицированный и очень несложный труд. И очень короткое время в день. 35 тысяч. И говорит, человек сам отказался, потому что его какие-то там условия не устроили. И ты понимаешь, что легче себя, например, продолжать жалеть, легче, например, завидовать каким-то людям, легче на кого-то обидеться, который тебя не захотел пожалеть, который говорит, я тебя жалеть не буду, потому что это не помогает.
Это вообще тебя никуда не толкает, никуда не двигает. Если тебя сегодня кто-то жалеет, вот у тебя трудная ситуация, и ты идешь к людям, которые тебя жалеют, забей себе, не знаю, где-нибудь на видном месте, что это тебе не поможет. Ну не помогают эти вещи. Просто я приду и буду рассказывать, как мне плохо, как у меня ничего не получается, какой я там бедный, какой я нищий, какой я там забитый своей женой человек. Вообще не помогает. Ну вообще ноль. Еще ты в минусе окажешься, потому что это еще эмоционально людей разматывает. И я вот, знаете, вот посмотрел на человека и понимаю, из года в год отматываем, до самого начала доходим, как мы встретились со Христом. И такое впечатление, что человек годами с одним и тем же хламом. Знаешь, вот ты вот выгружаешь из своего ящика все свои старые вещи. И иногда у нас у всех искушение какое. Я 3 года это не носил, но это может пригодиться. Вот реально. Я открываю свой этот шкаф. Алина мне говорит постоянно, у тебя там много всего. Ты посмотри. Ты посмотри. Короче, я однажды решил, вот есть вещь, которую я год не носил. Это не моя вещь. Вот открой гардероб, посмотри. Есть куча вещей, которые ты даже не надевал в течение года. Ты даже не думал о том, чтобы их надеть. Но, когда ты эту вещь вытащишь, посмотришь, погладишь ее, она же такая родная. Она же такая близкая к телу. У тебя столько воспоминаний связано. Например, я начал какие-то вещи перебирать. Рубашка, она висит. Напоминания о старых победах, знаете, там напоминания о каких-то старых... Но она, во-первых, мне не по размеру, она мне вообще ни почему. И ты так ее целуешь ласково и откладываешь. Потом другая вещь. Ты думаешь, а зачем мне этот пиджак? Я же уже пиджаки не ношу миллион лет. Я не помню, когда я последний раз в пиджаке был. Пригодится. А вдруг я навстречу пойду, а там Джогурку Кинеши, надо обязательно, у них же дресс-код, надо в костюме приходить. И ты это целуешь, откладываешь, отложил уже, все уже ушло. Мне, говорит, как раз пиджак нужен. Вот прежде чем ты хочешь что-то принять от Бога новое, тебе нужно что-то сделать с твоим старым. До тех пор, пока твои руки заполнены чем-то, ты никогда не сможешь разжать эти руки и получить что-то новое, потому что они у тебя заняты. До тех пор, пока твое сердце занято твоим прошлым. До тех пор, пока ты с этим прошлым не расстанешься, ты не расстанешься со своими злыми мыслями. Я хожу, я понимаю, Господь, у меня есть куча вещей, которые я хочу, чтобы они изменились в моем сердце. У меня есть очень, достаточно злобное отношение к определенным категориям людей. И с одной стороны это логично, потому что эти люди раздражают. Эти люди ведут себя так, что это, я так понимаю, что меня одного, это задевает, раздражает. Разные есть ситуации. Это могут быть родственники твои, которые тебя просто напрягают, от которых ты вот просто... А потом это как снежный ком. Вот, например, выпал снег, у нас холодно достаточно было, и ты идешь там весь замерзший, там спотыкаешься, лед, снег, ты думаешь, это зима, странная вообще погода. Смотришь, люди сидят на лавочке. Ты думаешь, каким дебилом надо быть вообще, чтобы вот так вот сейчас выйти на мороз, там в минус 10, сесть и сидеть, и о чем-то разговаривать, общаться. И потом, знаете, вот и ты ловишь себя на мыслях, на этих. Какая разница тебе вообще до этих людей, раз? Второе, вообще, с какого перепугу или какое право ты имеешь вообще думать так о людях? Может быть, он молился целый год, чтобы там минус 10 было, ему на лавочке, у него новый экспириенс должен был быть в жизни, ему на лавочке А когда знаете, вот это правда, это я про свои мысли рассказываю. И когда ты мимо проходишь, там смотришь молодые люди, и ты понимаешь, скорее всего, денег на то, чтобы повезти ее в ресторан, у него нет, для того, чтобы позвать куда-то домой, у него дома нет, потому что там мама с папой, скорее всего, сидят. Единственное место, где ему вот на лавочке с ней там отношения строить. В церковь-то он не ходит, у нас, слава Богу, есть возможность здесь в теплом месте отношения строить. И ты идешь мимо и ты думаешь, ну как, почему ты в голове позволяешь этому злу быть? Знаете, вот если бы мы стали задумываться о каком-то мусоре, который мы таскаем в голове, мусор друг о друге, мусор о людях каких-то, которых причем уже даже нет в нашей жизни, к которым мы не имеем отношения, это 2 голубка, они там воркуют, ты к ним вообще какое отношение имеешь? Иди лесом или иди мимо. Знаете, вот, друзья,
Я хочу вас вдохновить сегодня. Каждому из нас, нам нужно периодически открывать свои сараи. Вот эти. Которые-то начинаются с красивых полочек. Где ты каждый раз заносишь что-то в этот сарайчик, и ты все ставишь на полочку. Потом проходит какое-то время, и ты заходишь, все в пыли. Половина вещей вообще как будто бы не ты принес. Половина вещей, ты понимаешь, что от них уже пахнет плохо. Они просто, из-за них целый сарай уже воняет. Когда это твой сарай, ты не чувствуешь, что там воняет. Ты привык. И когда другой человек приходит и говорит: фу, что там у тебя там в сарае такое вонючее лежит, там от него так воняет, дверь боюсь открыть. В смысле? Нормальная дверь, нормальный сарай, мой сарай, там все по... Все вот здесь, это вещи, например, связанные с нашим странным менталитетом, с нашими странными взглядами, которые мы даже не боимся озвучивать, которые мы не стесняемся проговаривать в конечном итоге. Это решения странные, которые мы делаем. Когда ты смотришь, когда ты, знаешь, вот наблюдаешь за самим собой. Библия нам постоянно говорит, когда идешь в Дом Божий, наблюдай за собой. Когда читаешь Писание, наблюдай за собой, что тебе это Писание говорит. Когда ты слышишь кого-то, Бог говорит: не торопись отвечать, а наблюдай за собой, как ты слышишь и что ты слышишь. Писание говорит нам, чтобы мы были скоры на то, чтобы что-то слышать и наблюдать за тем, что есть в нашей жизни. Друзья, я хочу вдохновить вас. Подумайте сегодня, что есть в нашей жизни, что пришло время оставить. У тебя есть красивый iPhone? Можешь мне iPhone подарить? Как мне его взять? У меня руки заняты. Да, конечно, я могу его там схватить пальчиками, держать его каким-то образом там и понимать, что, ну, слава Богу, прихватил. И вода нужна. Без микрофона никак. А iPhone-то какой красавчик. А пользоваться как? Есть куча вещей в нашей жизни, которые просто Бог хочет, чтобы мы выкинули, как эту ненужную бутылку. Это было время, когда ты пользовался чем-то. Было время, когда ты жил в определенных вещах. Было время, когда ты о чем-то думал. Было время. Знаете, вот апостол Павел говорит: был я молодой. Я мыслил по-молодежному. Как ребенок. Тупые мысли. Вот у детей, вот поговорите с маленькими детьми, и вы поймете, о чем думают эти дети. И точно такие же решения они делают. Совершенно детские, совершенно глупые. Я перед собранием с девочками общался, и мы про снеговиков рассуждали с ними. Я спрашиваю: а глазки мы из чего сделаем? Они говорят: из пуговок. А я говорю: а где у вас пуговки? И они посмотрели на себя, на меня посмотрели, попытались отковырять мои клепочки. Я говорю: не сможешь. И тут у одной идея. У мамы есть на пальто. Я отговорил ее, если что. Я сказал: не-не-не-не, все, мы из пуговок не делаем. Мы найдем камушки, и мы камушки вставим. Потому что я знаю сейчас мысли идиотские. А завтра: мама, мы снеговика построили. И у него там вот такие пуговки с пальта. С пальты. Из пальтов. Это пальто просто, знаете, сначала мысли идиотские, это детские мысли. Но апостол Павел говорит: когда я был ребенком, я мыслил по-детски, я действовал по-детски, глупости я делал, это было нормально. Он говорит: я вырос, я рос, я куда-то двигался. Знаете, вот год за годом нам надо в чем-то расти. Есть вещи, которые уже пора оставить многим. Вот правда, я вдохновляю вас, подумайте, с нашими болями, мы же таскаемся годами. Пришло время с болями расставаться, друзья. Пришло время перестать самих себя жалеть. Пришло время просто жить по плоти в каких-то вещах и быть должником этой плоти. Потому что плоть никуда не двигает. Я тоже хочу мыслить по-плотски. Это вообще плотское христианство. Это классно. Это когда ты просто сидишь, ничего не делаешь и говоришь: Бог, да ты за меня все решишь. Я помню, когда я только уверовал, я такой интересный был верующий. Но искренне зато. Некоторые говорят: ну, слава Богу, хоть искренне. Знаешь, тупит, но искренне тупит. Там глупости всякие творит. Да, искренне там эти глупости творит. Я помню, в военкомат мне надо было пойти. Я пришел к служителю, говорю: напиши мне справку, что я верующий. Он говорит: а какая должна быть справка? Я говорю: я не знаю. Он говорит: ну что написать? Я говорю: ну напишите, что я верующий. Он говорит: ну а если там надо будет что-то указать? Я говорю: ничего не надо указать. Я за эту справку помолюсь, я отдам эту справку, она сама там все будет делать, там сама все мысли будет вызывать. Искренне верующий, но глупый. Все равно потом справку пришлось ту, которую они хотели, с теми пунктами, которые там надо было указать, потому что там нужна была справка определенной формы. А давайте вот помолимся. Че, у тебя, брат, работы нет? Давай за тебя помолим. Да что молиться уже? За него уже все помолились, поверь мне. Этому брату нужно просто завтра пойти и работать. А он как из той притчи.
Просить стрёмно, что там, копать, спина болит. Таксистом работать, вдруг геморрой появится когда-нибудь. Есть вещи, которые нам просто нужно для себя решить. Есть что-то в нашей жизни, что оно уже из прошлого. Оно уже все, оно, во-первых, тебя не строит, не созидает. Даже, может быть, уже немножко пованивает это. Это уже что-то, с чем сам Бог тебе говорит, надо распрощаться. Потому что пока ты с этим старым не простишься, ничего нового не будет. И вот мышление плотских христиан, они думают, главное Богу помолиться, главное у Бога что-то попросить, главное Богу свои проблемы раздать, главное там на Него это все переложить. Это не самое главное. Это начало всего лишь. Потому что потом есть второй шаг, и он тоже главный. Начинай действовать вместе с Богом. Начинай действовать. Начинай куда-то двигаться. У меня в сердце вообще никуда не девается это место Писания. Я снова его прочитаю. 1 послание к Коринфянам, 9 глава, с 24 стиха. Здесь апостол Павел снова и снова напоминает ребятам из олимпийской сборной правила поведения для олимпийцев, которые хотят вообще что-то видеть в своей жизни, хотят видеть какие-то победы. Прикиньте, вот олимпийская команда собралась наша, из нашей страны, и такие напутствия там от президента. Вы там хорошо себя ведите. Вы там, когда будут говорить, эти ребята здесь, вы там встаньте вот так по стойке смирно, здесь. Может быть, вам дадут олимпийское золото после этого. Когда там все будут ходить, например, в столовую надо в 8 приходить, не вздумайте 8:15 приходить. В 8 приходите, может быть, вам за это олимпийское золото дадут. Когда все будут ругаться, что в олимпийской деревне из душа холодная вода бежит, вы не ругайтесь. Может быть, от того, что вы такие хорошие, смиренные ребята, вам олимпийское золото дадут. И знаете, вот нормальный олимпийец, он встанет и скажет, что вообще происходит? Мы же туда едем вообще для других вещей, не для того, чтобы делать или не делать что-то постороннее, отвлеченное. Есть вещи, к которым мы призваны, и мы должны бороться, мы должны соревноваться и побеждать. Мы же год или там 4 года не для того готовились, чтобы потом жаловаться или делать по стойке смирно какие-то вещи. Мы же едем или идем туда совсем на другие мероприятия, совсем на другие состязания. Вы со мной понимаете, о чем я говорю? Может быть, странные, отвлеченные примеры. И вот здесь написано так. Вы ведь знаете, что на стадионе в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Он бодрит их. Дальше он говорит, поэтому бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному. Поэтому я не бегу бесцельно, не бью кулаками по воздуху. Нет, я тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы, возвещая радостную весть другим, самому не оказаться недостойным награды. Вот здесь есть слово «отказываться» или «воздерживаться». И это слово, оно дословно переводится как человек, который способен воздерживаться, тот, кто владеет собой, имеет власть над собой. Нам нужно вернуться к состоянию, когда каждый из нас, Бог нам дал эту власть. Когда мы просто берем власть над своими мыслительными какими-то процессами в голове, останавливаемся и говорим, слушай, Денис, вот это вот так думать о людях, это то, к чему тебя Святой Бог не призвал. Вот так относиться к людям вот в этой или в той ситуации, да, может быть, это справедливо, но это не то, как Бог тебя призвал. Это не то, что значит мыслить свято в своей голове. Есть огромное количество вещей, от которых, если мы хотим каких-то настоящих божественных свершений, каких-то побед, пришло время многим из нас воздерживаться и научиться владеть самим собой. Взять власть над собой. Вот, друзья, мы начали с того, что выгребать какие-то, может быть, ненужные контакты, выкидывать старые фоточки, которые занимают место, выкидывать заметки, которые уже тебе не нужны. Мы с этого начали, но дальше продолжайте это делать в духовном мире, в духовном плане. Посмотрите на вещи, которые стоит выкинуть из своего мыслительного процесса. Посмотрите на отношения, которые у вас есть, которые, может быть, какие-то токсичные отношения стоит прекратить. Ненужные отношения, от которых ты ничего доброго не черпаешь, но это по привычке тянется в твоей жизни из года в год, и ты понимаешь, что это тянет тебя в том числе назад. Зачем тебе это? Это то, что не даст тебе расти, не даст тебе двигаться. Воздерживаться или, скажем так, отказываться от чего-то – это наше решение. Бог за меня это не сделает. О, Господи, освободи меня там от того, освободи меня от этого. Господь говорит, да,
хочу, я за, я поэтому умер за тебя на Голгофском кресте, поэтому была заплачена цена за то, чтобы ты был свободным от этого. Уже все совершилось в духовном мире, все, что тебе нужно, это просто принять и сделать это. Начать вместе со мной над этими вещами трудиться, начать вместе со мной куда-то двигаться и самому, может быть, завязывать пояс своего разума и смотреть, над чем я там размышляю в голове, что я думаю, что я говорю, какие у меня решения. Может быть, это вообще все то, что нужно взять скопом и выкинуть мысли, решения, слова, которые я говорил, нечестивые, выкинуть это из своей жизни. Пришло такое время. Когда он говорит подвязываться или бежать все вместе, вот это слово здесь переведено с греческого языка, это значит подвязаться или распространяться, с кем-то соглашаться. Когда он говорит нам здесь, чтобы каждый из нас, мы выбрали сегодня бежать, выбрали куда-то сегодня двигаться. Это подвязаться вместе с Божьим народом, это согласиться вместе с Божьим народом, за какими-то целями следовать. Не прожить просто так свою жизнь, чтобы лозунгом твоей жизни была песня «Несет меня течение, за запахом осенние». Нет? Я придумываю слова. Кого-то за какими-то запахами несет, кого-то несет за какими-то воспоминаниями. И людей вот это течение уносит. Они просто плывут по течению. Потом ты, знаешь, ты туда пробежал, обратно возвращаешься, а его по течению несет. И ты его спрашиваешь, ну что, ты все еще здесь? Да, нормально мне, я привык. И ты куда-то убежал, ты что-то сделал, что-то произошло. Обратно опять трусцой возвращаешься, он на том же месте. Его течением туда-сюда, туда-сюда. Библия нас учит, это повсеместно. Когда вы будете читать об Иисусе, вы будете видеть, Иисус ставил цели, Он побуждал своих учеников ставить цели, куда-то двигаться. Апостол Павел — это просто сумасшедший целеустремленный человек. Он безумный ради того, чтобы не прожить жизнь впустую. Он безумный ради того, чтобы достигать цели, угождать при этом Богу и делать вещи, которые Ему нравятся. Подвяжитесь сегодня, друзья, не просто прожить бесцельную жизнь. Подвяжитесь сегодня сказать себе и Богу: Господь, вот каждый день моей жизни я хочу, чтобы он был расписан Тобой. Я хочу покориться этому расписанию, двигаться вместе с Тобой. Не стройте планы на свою жизнь. Я поеду туда, буду отдыхать там, буду там делать вон те вещи. А просто станьте перед Богом на колени. Скажите: Бог, моя жизнь Тебе принадлежит. Давай свои планы, давай свое расписание, давай там свои желания. Я буду делать то, куда Ты меня двигаешь. Это вот подвязаться за Божьими медалями бежать. Он говорит, мы ради венка нетленного это все делаем. Нетленное — это значит бессмертный и неприходящий. Это те вещи, которые будут всегда. Самое главное, к чему Бог нас призывает, это строить церковь. Я скажу больше, строить Царство Божие. Строить Царство Божие. И это неприходящие вещи. Когда ты сеешь в дело Божие, не обязательно только про деньги, и про деньги тоже, но когда ты сеешь свои молитвы, ты сеешь свое сердце, свои усилия, свое время, ты посвящаешь день за днем, раз за разом себя на то, чтобы созидать что-то вечное и славное. Это гораздо большее счастье и радость тебе произведет, чем просто бежать за тленными вещами. Я снова и снова перебираю свой гардероб и думаю, когда-то это меня так радовало, вот носить вот эти вот одежды, надевать на себя вот там вот этот пиджак или вот эту обувь. И ты понимаешь, что все изменилось. Просто годы прошли, ты смотришь и думаешь, надо же, я это носил. А когда фотки смотришь свои старые, тогда вообще думаешь, надо же, Господи, я вот это носил? Ну тогда это тебе казалось чем-то таким привлекательным, чем-то таким, это радовало сердце твое, но со временем ты понимаешь, что это такая ерунда вообще. Сейчас вспоминаю, как и сколько усилий я прилагал на то, чтобы что-то получить, вот материальное, осязаемое. Потом ты это получаешь, и ты думаешь, надо же, было столько усилий приложено. Она очень, эта радость короткая, очень. И есть вещи, которые никогда не закончатся. Когда ты будешь смотреть назад на свою жизнь и думать, Господи, спасибо Тебе за то, что я подвязался созидать, и я вижу, как созидается. Спасибо Тебе за то, что я приду в вечность, и Ты встретишь меня как человека, который был мудрый, который не в себя копил, и не для вещей тленных жил, а который копил богатство на небесах. Апостол Павел говорит, я самого себя за самим собой наблюдаю, чтобы мне не казаться недостойным, проповедуя другим. Недостойный — это неполноценный, неспособный, негодный.
презренный или жалкий. Можно сегодня говорить правильные вещи. Можно, знаете, можно сегодня людей обучать правильным вещам. Но не важно, как я начал, а важно, где я закончу. Настраивайтесь на то, друзья, что вот у нас есть много вещей, которые мы не достигли. Вот правда, есть огромное количество целей, которые они на пути в нашей жизни. Есть люди, за которых мы продолжаем молиться, есть люди, которым мы продолжаем проповедовать, есть молитвы, на которые у нас до сих пор нет ответов, есть вопросы, на которые мы не получили ответы, есть большие финансовые ожидания и финансовые цели, которые мы все еще не видим. Есть еще огромное количество разных вещей и свершений, которые Бог хочет сделать. И важно понять, что мы просто посреди этого пути. Мы не в конце пути. Знаете, вот когда ты посреди вот этого бега, посреди забега, ты понимаешь, нужно чуть-чуть выдохнуть усталость. Выдохните эту усталость, просто выдохните. Скажи, да, есть немножко, чуть-чуть подзапарился, все, я выдыхаю, и я вдыхаю от тебя какую-то новую жизнь, потому что мне еще бежать и бежать. Пусть тебя ничто не собьет с этого пути, мы еще не в конце пути. Некоторые люди, знаете, вот они на полпути, они сдались, они просто стали неспособными дальше продолжать делать те же самые вещи, которые они даже год назад говорили другим делать. Они как будто бы уже добежали, они уже как будто бы чего-то достигли. Мы с вами еще в пути, и мы не достигли. Мы достигнем только тогда, когда надо мной крышка гроба закроется. И вы немножко поплачете, немножко пропоете, забудете через несколько дней про меня. Вот в этот момент мы и достигли. Все, вот тогда можно расслабиться в объятиях Бога, который скажет, ну, здравствуй, сын. Вот тогда у нас вообще все закончится, правда, друзья? Если вы думаете, что все, вот в 25 году хочу, чтобы вот эта эпопея закончилась, one-type, не настраивайтесь на это, не будет этого. Одна проблема закончится, одна история закончится, но жизнь продолжается, она полна разных других историй, которые будут только открываться в твоей жизни. Поэтому не расстраивайтесь, например, что-то пойдет не так. Помните, я рук не опускаю. Я буду человек годный, способный, я буду полноценный, я буду двигаться, не буду для себя никаких искать оправданий тому, чтобы не доплыть или не добежать, или не доскакать, или не долететь свою дистанцию. У каждого из нас есть свои искушения. Каждый по-своему искушается. Я помню, я в очередной раз пришел там в бассейн, заплыл на дорожку, я был один. Каждый раз мне так смешно, я эти истории рассказываю. Это вот я плыву и кайфую от того, что я один. Мне никто не мешает, никто на меня не лезет, руками на меня не машет. Я не боюсь, что он там собьет меня по дороге, там, потому что по-разному люди плавают. И каждый раз мне смешно. Я когда вижу, как очередной мистер Фелпс пытается заплыть на мою дорожку, я понимаю, сейчас начнется. В очередной раз я там плыл один, потом нас было двое, потом трое, потом нас человек 7 или 8 стало. И ты плывешь, мучаешься. Вот и до этого тебе было вообще классно, а теперь тебе надо постоянно препятствия какие-то обходить. Постоянно. Вот было бы классно, если бы вообще я в этом бассейне один был. Вы знаете, вот мы иногда вот себе строим такую какую-то странную систему жизни мы себе представляем. Было бы классно, чтобы вот это было, чтобы вон то было. Завязывайте, друзья, так не будет никогда. И когда эти 7-8 человек, тебе их надо оплывать постоянно, у тебя появляется искушение, да ну его, завтра я доплыву свою дистанцию. Не доплывешь ты уже свою дистанцию, если ты сейчас сдашься. Просто не доплывешь. И это касается нашего христианского пути, это касается любых наших решений. Вот кто из вас собирается, например, похудеть? Вас это касается. Кто собирается, к примеру, восстановить отношения с какими-то родственниками? Вас это касается. Кто собирается что-то изменить в бизнесе, на работе? Если вы думаете, что все пойдет сразу гладко, ничего не пойдет гладко. Придется преодолевать, придется не опускать руки, ничего не будет просто так падать. Нужно будет продолжать делать вопреки всем вещам. Мы изменимся просто, мы поменяем свое отношение к вещам, которые нас окружали до этого. И тогда будет все более радостным, более счастливым. И тогда мы будем смотреть и думать, надо же, раньше меня это так беспокоило, сегодня я вижу, как это легко решается вместе с Господом. Слышите, дорогие друзья? Просто каждый из нас, мы взялись за что-то. Наша ответственность дойти до конца. Когда дойдем до конца, вот ты последний свой вздох, последний свой взгляд закрываешь. Вот это тот самый момент, когда все закончилось. До этого момента у нас нет вообще права расслабляться. Вообще. Друзья, вот ну правда, подумайте, может быть какие-то вещи есть
которые необходимо переосмыслить и пересмотреть в молитвенной жизни, в отношении к Писанию, в отношении к каким-то вот духовным практикам, на которые, может быть, Бог тебя сподвигает. Какие-то вещи, может быть, пришло время изменить в своей риторике, в своем отношении к людям, в каких-то взглядах, которые ты просто высказывал, которые для тебя были нормой. Подумай, может быть, для Бога давным-давно это уже противно, и Он стучит в твое сердце и говорит: оставляет. Давайте позволим Богу в нас вот этот хлам выгрести из наших сараев, сараюжек, гардеробов, сундуков, каких-то внутренних потаенных мест, которые никто не знает, никто не слышал, но от них пахнет. И хуже всего, что все это чувствуют, кроме тебя. Бог стучит и говорит: давай, оставляй, пришло время, пора, завязывай.